Великая Отечественная война дала Малгобеку незабываемый урок. Погибли 120 тысяч, нет больше. Самым важным гостем мероприятия стал ветеран Великой Отечественной войны Иса Паланкоев. Он во время войны оказался в эпицентре сражений за Кавказ. На фронт ушел совсем молодым, 17 лет. В годы войны был разведчиком и переводчиком. Помимо родного ингушского, владеет русским, немецким и украинским языками. Сейчас Исе Паланкоеву 93 года, но до сих пор помнит все детали пережитых им военных действий. Мой друг был Василий Борозняк, Иван Третьяк, Мордвинов. Но Мордвинов погиб раньше, чем это надо было. Воевали как могли. И все же малгобекчане победили. Я знаю, что если Мурзиев Айшет последний чурек молоко носила солдатам. Корюгова носила солдатам последние чурки Саговчи. Сегодня исполнилось 76 лет со дня освобождения Кавказа. Легендарная битва стала самой продолжительной в Великой Отечественной войне. Длилась 14 месяцев. Нацисты рвались к нефтяным месторождениям Баку и Грозного, но планы вермахта потерпели крах. Из года в год жители республики с особой гордостью вспоминают яркую победу советской армии в этом сражении и отдают дань уважения ее участникам. В мемуарах маршал Победы Жуков написал: «Минуты тяжких испытаний и смертельной опасности народы Кавказа не дрогнули, не потеряли уверенность в силе и мощи единства народов Советского Союза». В городе воинской славы собрались малгобекчане, гости мероприятия, старейшины, представители власти и учащиеся школ. Все они поздравляют друг друга со знаменательной датой, ставшей поводом для воспоминаний о той важной роли, которую сыграл Малгобек в освобождении Кавказа. Сегодня действительно две даты. И не только жители города Малгобек, но и вся республика празднуют это мероприятие. Я думаю, не только даже и республика, а и Россия, потому что здесь защищали не только жители республики Ингушетия, но тогда Чечено-Ингушетия, но защищали и ребята, которые были призваны в 1943 году через военные комиссариаты и защищали около 120 тысяч. Вот такие, которые здесь стоят, молодые ребята. Битва за Кавказ проходила в два этапа. С 25 июля по 31 декабря 1942 года велось наступление со стороны немцев, захвативших целый ряд городов – Ставрополь, Армавир, Майкоп, Краснодар, Моздок и часть Новороссийска. В начале сентября этого же года немецкая армия начала форсировать Терек и даже смогли занять небольшой плацдарм на южном берегу реки. А уже 24 сентября в окрестностях бывшего поселка Нефтяников в Малгобеке разыгралась битва, оказавшая влияние на ход самой кровопролитной войны. На этом участке фронта сошлись главные силы действующих на Северном Кавказе советских и немецких армий в лице Северной группы войск Закавказского фронта и Первой танковой армии вермахта. Уже с начала следующего года советские войска начали контрнаступление, отвоевали обратно территории. 9 октября 1943 года потерпевшие поражение и понесшие серьезные потери немцы были вынуждены отступить. Большой вклад на ход Малгобекской операции оказали жители города. Власти страны заслуги Малгобека Великой Отечественной оценили по достоинству. 8 октября 2007 года ему присвоили звание города воинской славы. К этому статусу с особым трепетом относятся малгобекчане. Здесь редко встретишь человека, который не знает историю битвы под Малгобеком. Хочу всех жителей города Малгобека и нашей республики любимой Ингушетии поздравить с этой датой присвоения городу воинской славы и пожелать всем жителям долголетия, здоровья, счастья, успехов, и чтобы молодежь наша никогда не забывала о подвиге своих предков. Надо больше говорить, больше посещать людей в это, чтобы наша молодежь, подрастающая, поколение наше, скажем, чтобы они знали, откуда они, кто они, как наши предки защищали нашу родину, как они жили. Вот в этом плане надо людей воспитывать, молодежь. Малгобек, Малгобек, город
дань уважения павшим в битве за Кавказ отдают и учащиеся малгобекских школ. Несмотря на юный возраст, они хорошо знают историю родного города, его храбрых ветеранов, которые самоотверженно сражались за будущее страны. За его героизм, за его стойкость ему было присвоено это звание. И мы, как жители этого города, мы очень горды за свой город и очень рады этому. И мне хотелось бы пожелать своим сверстникам, чтобы они дальше продолжили гордо нести свое звание этого города, поддерживали этот город и никогда не забывали тот подвиг, который совершили наши деды. Я хочу сказать огромное спасибо ветеранам Великой Отечественной войны за то, что они смогли постоять за наш город, за Малгобек, за то, что они дали нам мирное небо над головой, за то, что мы можем вспоминать наших ветеранов с гордостью. Минутой молчания собравшиеся отдают дань уважения погибшим. И самая главная часть мероприятия – возложение цветов у вечного огня павшим в бою за Родину. Малгобекская операция стала одним из многочисленных белых пятен в истории Великой Отечественной войны. За десятилетия, прошедшие с той битвы, как в степях и на склонах холмов под Малгобеком стихла канонада боев, многое изменилось. Совсем мало осталось ветеранов и очевидцев тех событий. И все же в историческом плане все это произошло совсем недавно. И память о тех днях, несомненно, будет жить в сердцах жителей республики. Диана Дударова, Майрбек Межоев, Новости 24.